Ну и, наконец, четвертый фрагмент Джиотиш, который очень интересен и малоизвестен. Дело в том, что, ну тут немножко давайте я расскажу вообще подходе в древнем мире к этим вещам. В отличие от современного представления, никто не спрашивал астролога, какие у меня личные качества, какое у меня предназначение в жизни, где у меня там значит, солнце в Стрельце или в Козероге. Люди древности были очень практичны. Поэтому вот если бы они, астрологи Средневековья и древности, работали так, как современные, то, конечно же, никакой традиции бы давно не осталось, потому что все бы умерли с голоду просто. Но поскольку традиция сохранилась, и она процветает в Индии до сих пор, мы делаем вывод, что, в общем-то, они работали по другой методике. Они отвечали на конкретные вопросы, и на те вопросы, которые людей интересовали конкретно. А именно, будет ли удачным брак, сколько будет детей, и, собственно, как преодолеть там какого-то рода проблемы финансовые. Если это вопросы о каких-то государственных темах, то когда начинать войну, следует ли там проводить какие-то работы в такое-то время. То есть это очень серьезные темы, которые были, конечно же, надо было реально прогнозировать. Не рассказывать о том, какие качества у человека есть. Потому что, собственно говоря, это не очень полезная информация, и, ну, с точки зрения, по крайней мере, с точки зрения людей того времени. Но это не главное. Главное то, что к астрологу обращались за вопросами, каким же образом все это поменять. И вот эта часть достаточно важная в Джиотиш, это коррективные средства. То есть, ну вот, давайте рассмотрим такую ситуацию. Если мы возьмем реальные тексты по астрологии, то там мы можем найти значительное описание разных негативных конфигураций, скажем так. Негативных конфигураций, которые можно найти в карте, которые объективно существуют. Есть всякие красочные описания, что они из себя представляют. Ну, например, часто это разного рода проклятия, которые там либо из прошлой жизни, либо из этой жизни, либо каким-то образом, значит, какие-то воздействия сущности каких-то. То есть этих вот проклятий, их довольно много разных видов. И если просто бы астролог просто их диагностировал, это, в общем-то, никому не надо. Но для коррекции разного рода этих ситуаций были разработаны целая система мер, методик, разнообразных технологий, которые позволяли, собственно говоря, либо нивелировать неблагоприятные периоды, либо нивелировать какие-то структуры в карте, которые оказывают негативное воздействие, и как-то улучшать, собственно говоря, жизнь человека или рода, или какой-то местности. Собственно говоря, вот эта практика является наиболее интересной. Но проблема только тут одна. Конечно же, безусловно, то, что мы находим в текстах по Джиотише, в той практике, которая реально делалась, это методики и мероприятия, которые были направлены на людей того времени. Если мы говорим о, например, Средневековье, то это Индия, допустим, 15 века. И понятно, что мероприятия, которые коррекционные или там какие-то по изменению жизни, которые можно было делать в Индии 15 века, они немножко отличаются по доступности и по возможности тех, которые доступны в Москве 20 века. Вот, собственно, с этим-то одна большая проблема. И здесь интересный вывод, собственно говоря, возникает. А можем ли мы всем этим пользоваться? Можем ли мы это все использовать? Вывод как бы такой достаточно странный. Напрямую многие вещи, конечно, нет. Но тем не менее, если мы поймем смысл, если мы поймем технологию, если мы поймем образ мысли этих людей, которые делали эти практики, делали эту систему мыслей, а Джиотиш — это система мысли, это система мышления, система как бы работы сознания, то тогда мы можем это использовать. То есть речь идет не о механическом копировании, не о механическом изучении вот этого наследия, а о постижении
в суть, о постижении как бы ядра этой системы, с тем, чтобы применять это на практике в современном мире. И это возможно, ну, по крайней мере, по моей практике вот возможно. Я занимаюсь этими вещами довольно долго, и, в общем-то, интерес к джиотиш у меня практически. Потому что современным людям мне очень интересно, на самом деле, по большому счету, какие-то личные качества. Это сам каждый взрослый человек уже понимает. Но коррекция жизни, изменение жизни, это актуально для очень многих людей. И есть, поскольку в рамках индийской традиции этим занимались люди, ну, по крайней мере, где-то 2000 лет, то, естественно, на эту тему наработался серьезный опыт. То есть есть с чем работать. Ну что ж, давайте теперь немножко пару слов о разнице между джиотиш и западной астрологией. На эту тему тоже много написано текстов. Ну, вот буквально я перед тем, как пойти читать эту лекцию, я посмотрел, что пишут на сайтах астрологов, там, как бы на каких-то форумах. Просто интересно было, как это формулируется. Вот я бы хотел сказать об одной вещи. Я не буду. Есть, конечно, много разных отличий, но, на мой взгляд, использование того или иного зодиака, использование или не использование высших планет, там, допустим, лунных узлов, там, акценты на одни техники или там, на другие, это все по большому счету частности. А вот если мы возьмем сущностную сторону и отличие джиотиш как в древней практике и современной в том числе от того, что сейчас каким образом существует западная астрология, то, наверное, нужно отметить одну существенную черту. Давайте немножко о западной традиции поговорим. Как я уже говорил, разрыва между джиотиш и западной астрологией принципиального нет. То есть это одна и та же традиция, но которая в какой-то момент разошлась, конечно же. Но что нужно понять? Вообще, вот если так отступать от темы, вот любому эзотерику, любому человеку, который занимается практиками, любому человеку, который занимается какими-то вещами, связанными с саморазвитием и так далее, ну, что сейчас у нас как бы в теме такой, я рекомендовал бы изучение джиотиш хотя бы с той точки зрения, что это дает возможность посмотреть на единую традицию и на корни этой традиции совершенно с другой стороны. Дело в том, что о западной традиции, реальной традиции, которая связана с Вавилоном, с Грецией, нам не очень-то и много известно. И причины это очень простые. Ну вот вы знаете, что была такая чудесная Александрийская библиотека. Она была в городе Александрия. И по разным оценкам, ну может не преувеличено, эта библиотека содержала от 400 до 700 тысяч единиц хранения. Но даже для современного мира 400 тысяч единиц хранения это, конечно, довольно большая цифра. Например, РГБ имеет 47 миллионов. Но учтите, что в этих 47 миллионах единиц хранения РГБ есть и журнал «Грузилка», и газета «Правда», и там детективы, и какие-то театральные афиши и прочие вещи. Вот, как вы понимаете, в Александрийской библиотеке не было таких объектов. То есть все там 400 тысяч манускриптов это были трактаты довольно серьезные. То есть они либо были посвящены традиционной науке, либо какому-то религиозному содержанию, ну, либо какие-то серьезные произведения все-таки. Философские или там художественные, там, драмы. То есть вы понимаете, что весь этот объем был полностью уничтожен. Ну, в несколько этапов она там горела много раз, ее там грабили, уничтожали и так далее. То есть даже по вот этому факту мы можем сказать, что вот это наследие, которое было реально на Западе, наследие эллинистической культуры в первую очередь, оно до нас не дошло просто. Но Индия представляет собой ту территорию, удивительную вот в нашем мире, где не было тотального уничтожения манускриптов. То есть в разных формах все практически страны, включая Китай, как бы прошли вот этот вот этап в разные периоды. И в результате мы видим, что от традиции мало чего остается
в процессе вот таких мероприятий. Но в Индии этого не происходило. Конечно, многие библиотеки были также уничтожены, горели там, и так далее. Но вот такого методичного уничтожения, как бы такого тотального уничтожения, конечно, не было. И поэтому многие вещи для нас дошли. То есть мы имеем реально древние трактаты в достаточно большом количестве, в разном виде, которые связаны с этой традицией. То есть это реально древние тексты, которые длины от нас, допустим, на 1,5 там, или, может, некоторые даже больше тысячи лет. Ну, а если говорить о литературе средневековой, то она очень обширна.